Как правило, очень истеричный режиссер, который что-то бегает, орет на всех, да, очень нервный. На самом деле режиссеры разные. Таковых мало на самом деле. В любом случае нужно создавать некую драматургию, чтобы поддерживать зрительский интерес. Потому что если показать съемочный процесс, как он есть в жизни, то получится, что 80% это просто процесс ожидания, и 20% это, собственно, процесс съемок. Там мало моментов, которые вот такие действительно яркие, блестящие. Они есть, конечно, но это не основное. Но при этом создается иллюзия. Иллюзия того, что наша жизнь очень яркая, очень насыщенная событиями. На мою память сразу приходит фильм «Тутси». Очень реально показан процесс кастинга актеров. Вообще судьба актера — это кастинги, кастинги, кастинги. Причем 90% из них тебя не выбирают. Следующий такой вот более-менее приближенный к реальности фильм — это «Однажды в Голливуде». Собственно говоря, вот в этом фильме процесса съемок нету. То есть там нам показан Леонардо Ди Каприо либо ожидающий, либо в своем трейлере, да, тоже ожидающий. То есть это вот постоянное, монотонное ожидание своей очереди. Фильм. Советский прекрасный мультфильм, в котором, по-моему, собраны все вот такие вот повседневные клише насчет кинематографа. Сейчас я смотрю этот мультфильм как документальный фильм. То есть мне совсем не смешно все это смотреть, потому что каждый раз, когда ты смотришь, что вот девочка танцует вне камеры просто прекрасно, как только камера включается, она впала в ступор, у меня просто кровью сердце обливается, потому что это вот очень повторяющаяся, очень знакомая ситуация практически во всех случаях. И то, что корова не так встала, и то, что вот эти вот массовка не то делает, либо то, что там дождь пошел вместо солнца, либо солнце вместо облаков. Такое очень часто бывает, и вот реальность, она властно, жестко, порой жестоко вмешивается вот в ту иллюзию, которую пытаются создать кинематографисты. Я вспомнил старый фильм «Бульвар Сансет». Вот как раз там звезда, которая некогда блистала, которая была когда-то очень популярной, сейчас томится без работы, живет в ожидании предложения роли. Такие случаи есть. И еще, скажем так, достаточно интересно показан процесс съемок в фильме «Малхолланд Драйв». Там вообще все строится вот как раз-таки на той иллюзии. То есть некая девушка пришла с огромными иллюзиями в город ангелов, в Лос-Анджелес, думая, что она сейчас станет голливудской звездой. И, в принципе, она вдруг становится, да, то есть и режиссер в нее влюбился, и как бы в кастинге, во время кастинга все ею восхищаются. Но потом раз, и оказывается, что это был только ее сон, а на самом деле она всего лишь статистка в массовке, мечтающая когда-нибудь стать звездой. Нет, почему же? Есть еще и, в принципе, драматические фильмы про простые судьбы человеческие, да? Просто у нас возможности не позволяют. Вот этот фильм, кстати, очень интересный. И ребенка поместили вот в условия реалити-шоу, и он, в общем-то, вырос, да, в этом реалити-шоу. Тоже очень хорошая метафора именно. И даже не кинематографа, а нашей жизни. То есть мы тоже можем находиться в зоне комфорта, в неком пузыре реальности, так никогда из него и не выйдя. В
плане кинематографа была такая книга, она называлась «Попкорн». Это был детектив, и там сюжет строился на том, что во время съемок произошло настоящее убийство. Вот характер плохой детективной истории со всеми этими штампами, клише. И было интересно, на самом деле, читать вот такую вот иронию над профессией кинематографистов. Потому что там как раз можно вот все эти вот штампы упорядоченно посмотреть, да, и они очень хорошо обыгрываются. Большинство учебников мне нравится. Ну, на самом деле, этому же невозможно научить. Ну, то есть по книгам это невозможно. Это надо только практика. Практика, практика, практика. Ну да, и какое-то безумие внутреннее. Все.